Відэа жлобіна аўто і гарадскі аўтобус спрабуе праехаць у бок вёскі Лебядзёўка. Колы вязнуць, транспарт фактычна спыняецца. А гэта Гомель, вуліца Савецкая. Машыны захрасаюць у гразі, кіроўцы параўноўваюць дарогі з фронтавымі. На минутку вам сейчас покажется, что эти ребята едут по дороге СВО во время распутицы. Но уверяю вас, это далеко не СВО. А ў горадні кіроўцы спрабуюць скараціць шлях да новага кварталу на вуліцы Лідскай і ў выніку застаюцца ў поле. Навігатар вядзе праз бездараж. Раней тут была часовая дарога з бетонных плітаў, але пасля будаўніцтва іх прыбралі. Вясной машыны зноў пачалі масава храснуць у глебе. Амаль бездакорна на гэтым фоне выглядаюць галоўныя трасы краіны. Роўнае пакрыццё, хуткасныя ўчасткі і рэгулярны рамонт, асабліва на маршрутах да вялікіх гарадоў і мяжы. Вось толькі з 86 тысяч кіламетраў дарог у нашай краіне каля 70 тысяч мясцовыя, і толькі 44% з іх маюць асфальтабетоннае пакрыццё. Астатняе гэта гравій, шчыбень або грунт, які ў сезон дажджоў ператвараецца ў гразь. Амаль палова гэтай сеткі вымагае рамонту, а каля 80% дарог эксплуатуецца з абмежаваннямі ў нагрузцы. Пры гэтым сітуацыя з гадамі не паляпшаецца. Паводле афіцыйных звестак, у 2020 годзе ў параўнанні з 2008 працягласць капітальна адрамантаваных мясцовых дарог скарацілася ў 1,3 разу, а штодзённага рамонту ў 2,6. За мясцовыя дарогі, а таксама масты адказваюць рэгіянальныя ўлады, якія часцяком бяруцца за працу, калі аб'екты ўжо ў крытычным стане. Гэтак у Смаргоне ўлетку 2024 мост не вытрымаў двух рабочых на аўтакране і аўтамабілі. Людзі і тэхніка зваліліся ў раку Оксна. На шчасце, абышлося без цяжкіх пашкоджанняў. Яшчэ адна трагедыя з удзелам рабочых адбылася ў Лідзе. Падчас дэмантажу мосту праз Нёман абрынуліся пліты, у выніку чаго экскаватар з кіроўцам і будаўнікамі ўпалі ў ваду. Іх шпіталізавалі, следчыя завялі крымінальную справу. А ў Менску падчас леташняга рамонту дарожнага мосту на вуліцы Таўстога кавалак бетону упаў на аўтамабіль, які праязджаў пад ім. Але ёсць і перспектывы. Паводле Мінтрансу, да 2030 года плануецца адрамантаваць 25 тысяч кіламетраў дарог у межах дзяржаўнай праграмы «Дарогі Беларусі». На гэта пойдзе 19 мільярдаў рублёў, пераважна з агульнадзяржаўнага бюджэту. Асабліва ўвага, як абяцаюць, будзе надавацца мастам. У краіне больш за 5 тысяч такіх аб'ектаў. Пачнем, прынамсі, з санкцыяў, таму што гэта сапраўды тая тэма, якая хвалюе нашых гледачоў. Валера, што ў нас па санкцыях? Ну, па санкцыях вось частку знялі і таксама абвесцілі, што гатовы нават 80% зняць. Вось гэта што? Гэта палёгкі для беларусаў, для рэжыму тут все расквітнее, што даляраў стане больш у Беларусі. Як вось эканамічна вось гэтае зняццё санкцыяў, што азначае для беларускай эканомікі? Ну, действительно, да, очень важно понимать, как будут имплементироваться вот это снятие санкций, потому что когда мы говорим о снятии 80% санкций, то это, скорее всего, речь идет о general license, это выдача определенных лицензий для компаний, которые находятся в санкционном списке американском SDN, и для них снимаются частично ограничения. Условно, если мы возьмем Беларусь Калий, Белинвестбанк, Минфин там, и Банк развития, то это может подразумеваться, что американские компании могут покупать белорусский калий через компанию «Беларусь Калий», при этом рассчитываться через Белинвестбанк и рассчитываться в долларах. А Белинвестбанк имеет право принимать эти доллары. Другой вопрос, если это будет полностью делистинг, который будет означать, что с этих компаний сняты полностью санкции, то это уже совершенно другая история, так как Белинвестбанк, Минфин и Банк развития Беларуси – это три институции, три структуры, которые напрямую связаны с финансированием ВПК в Беларуси. И, соответственно, абсолютно полное снятие санкций с этих организаций позволит, во-первых, привлечь валютную выручку в страну. Если будет принято решение, я имею в виду решение Лукашенко о выплате евробондов, о погашении, да, государственного долга, то это может повысить финансовый рейтинг страны и привлечь дополнительные инвестиции. Ну и в целом это будет позволять наполнять ликвидностью банки, которые финансируют военно-промышленный комплекс. То есть непосредственно Белинвестбанк является тем банком, который финансирует
приходят различные фирмы и инвестпроекты, так называемые, которые напрямую задействованы в производстве снарядов, шасси для военных машин и так далее. То есть все, что используется для ВПК и все, что мы продаем из оборонки в Россию, это все производится с помощью кредитования через Белинвестбанк, а Минфин выдает гарантии, потому что кредитование происходит под низкий процент, субсидированные проценты. Вот как раз-таки вот эту субсидию перекрывают государственные гарантии от Минфина. И эти структуры действуют совместно, и поэтому тут большой вопрос о том, как будут имплементироваться снятие санкций. То есть это будет идти речь только о снятии санкций для получения выручки за продажу калийных удобрений, либо это будет полное снятие. Ну и нужно понимать, что любое, скажем так, любое снятие санкций, которое позволяет принимать выручку, принимать расчеты в долларах, это позволяет наращивать валютную выручку для режима, торговать с большим количеством торговых партнеров разными странами, Индия, Вьетнам, у которых как раз-таки и были проблемы в расчетах за калийные удобрения и за нефтепродукты, потому что они не могли перечислять в другой валюте деньги, да, только в долларах, и сейчас эти проблемы фактически могут исчезнуть. И это, конечно же, приведет к усилению режима Лукашенко. Поэтому тут очень я бы на месте Соединенных Штатов Америки и на месте Европейского Союза была бы очень осторожна как раз-таки вот в том объеме и в той процедуре имплементации снятия этих санкций. Ну вось уласна наконт зняцця санкцыяў і пазіцыі еўразвязу, тое, што еўразвяз не здымае еўрапейскія санкцыі і недавно іх працягнулі яшчэ на год, ці гэтага на сёння дастаткова, каб все-таки стрымліваць рэжым Лукашэнкі у гандлі каліем, у развіцці ВПК працы на Расію, альбо все-таки з'яўляюцца нейкія новыя лазейкі? Конечно, это является очень сильным сдерживающим фактором, потому что тут идет речь о торговле товарами двойного назначения, которые белорусские компании закупают в европейских странах, а не в американских. И те санкции, которые действуют со стороны Европейского Союза в отношении компаний, задействованных в производстве и работе на ВПК, они действуют, и они являются серьезным сдерживающим фактором. Также является серьезным сдерживающим фактором это санкции Литвы в отношении Клайпедского порта и транспортировки белорусских калийных удобрений через Клайпедский порт. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, нет официальной статистики, чтобы подтвердить эти слова, но официальные чиновники заявляли в конце прошлого года, что в 2025 году объем экспорта калийных удобрений достиг 10 или 12 даже миллионов тонн в год. Это объемы, которые были еще до ковидного периода 18-19 года. И тут есть два сдерживающих фактора для того, чтобы наращивать объемы торговли и экспорта, даже в те же в Соединенные Штаты Америки, нужно наращивать объемы производства. А если такие производственные мощности, то скорее нету, если мы говорим о 12 миллионах тонн экспорта в прошлом году. То есть там нету мощностей таких на Беларусь-Калий. Другой вопрос, как транспортировать этот экспорт, потому что на сегодняшний день все, что идет через Российскую Федерацию, через российские порты, там уже возникают серьезные, скажем так, конкурентная ситуация между местными производителями калийных удобрений и белорусскими калийными удобрениями, потому что объемы грузоперевозов через российские порты тоже ограничены. И для местных производителей белорусские производители являются серьезным конкурентом. И фактически мы разумеем, да, что люфт гэта не такі вялікі, выбачаюся, Аліса. Пераб'ю, бо тут цэлая лекцыя просто па эканоміцы з самага дня для наших шановных гледачоў. Сапраўды тэма санкцыяў важная, але не менш важная, а можа нават больш у нашым паўсядзённым жыцці тэма дарогу, пра якую мы сёння і акурат хацелі паразмаўляць. Прыйшла вясна, вядома, не толькі падснежнікі ў лесе, але і таксама ямы на дарогах. Мы ведаем таксама, што асноўныя беларускія магістралі будаваліся як ні дзіва за еўрапейскія грошы. Вось гэты міт пра цудоўныя беларускія дарогі насамрэч на гэтым базуецца, але плынь вось гэта яна спынілася акурат пасля 2020 года, таму што перасталі паступаць вось гэтыя субсідыі еўрапейскія. Ці ты мяркуеш, што можа з'явіцца такая магчымасць, што новыя
гэтыя грошы на беларускія дарогі з Еўропы паплывуць пасля адмены санкцый, хоць мы ведаем, што гэта санкцыі амерыканскі, а Еўропа ўсё ж кажа пра тое, што не будзе здымаць санкцыі з рэжыму Лукашэнкі. Я думаю, что нет. Во-первых, я хочу тут немножко поправить. Деньги остановились на реконструкцию дорог с 2022 года. Кредитование остановилось, а не с 2020 года. Дякую. И как раз-таки, да, там финансировал Европейский банк реконструкции и развития и Международный банк реконструкции и развития. Вот по Международному банку у нас порядка 1 миллиарда непогашенной задолженности по кредиту за дороги. И эта задолженность висит, потому что Лукашенко принял одностороннее решение не оплачивать просто кредитные обязательства. И на сегодняшний день все это финансирование остановлено. Вот небольшие цифры с 2010 года по 2022 через Европейский банк реконструкции и развития, Международный банк поступило в Беларусь на реконструкцию дорог, мостов, развязок и различные там ремонты дорог около 400 миллионов долларов и порядка 700 миллионов евро, которые были освоены для строительства новых магистралей, развязок, мостов. Вот как раз-таки то, что сейчас не делается, потому что если мы сейчас посмотрим на распределение сегодняшнего бюджета, который выделен на ремонт дорог, это как раз-таки только ремонт, ямочный ремонт, да, фактически латание дыр, которые есть, но нету никакой реконструкции полноценной, либо капитальных ремонтов, потому что там стоимость очень сильно отличается. Если мы говорим про километр дорог ямочного ремонта и просто ремонта, это там порядка 350 тысяч белорусских рублей, а если мы говорим про капитальный ремонт, это порядка 2 миллионов белорусских рублей, а если мы говорим про модернизацию полную, то это от 10 миллионов белорусских рублей за километр дорог. И поэтому сейчас все средства, которые будут выделяться, они будут выделяться исключительно на латание дыр. И, к сожалению, это очень редко касается местных дорог, это чаще касается каких-то центральных улиц, центральных магистралей, по которым условно ездят фуры, которые платят налоги, да, там, дорожные налоги, дорожные сборы, но, к сожалению, это никак не влияет на жизнь простых белорусов, которые вынуждены каждый день выезжать из своего двора, проезжая огромные ямы, убивая свою машину таким образом и вкладывая еще больше денег в ремонт машины, потому что дороги просто в ужасном состоянии. Аліса, я наколькі памятаю, там у 22 годзе каля 2 мільярдаў завярнуў еўразвяз, скіраваныя на беларускія дарогі. Між тым, не толькі пра дарогі гаворка і пра масты, якія ў нас сталі рэзка падаць, і што цікава, яны якраз вось цяпер час, калі вось масты пабудаваныя раней, яны запас трываласці вычарпалі, і вот іх альбо замяняць цяпер, альбо яны і далей будуць падаць. Як сітуацыя з імі? І адразу, можа, такое пытанне нечаканае пра карупцыю, тому што я прыгадваю, як у горадні будавалі мосты, на яго выдзелілі нейкія шалёныя грошы, колькі гэты мосты не каштаваў. Вось цяперашняя сітуацыя, калі няма гэтых еўрапейскіх грошай, ці яна прыбрала гэтую карупцыю з будаўнічай, з дарожнай, маставой сферы, і што ў нас з мастамі? Ці ёсць нейкія там зрухі, магчыма, да лепшага? Ну, как было сказано в вашем репортаже, да, у нас на сегодняшний день более 5000 объектов. Это мосты, которые нуждаются в том числе в реконструкции, ремонте, укреплении и так далее. К сожалению, денег из местных бюджетов, либо республиканских бюджетов, которые выделены на программу «Дороги Беларуси», даже близко не хватит, чтобы там починить, восстановить хотя бы 25% тех объектов, которые нуждаются в ремонте. Что касается коррупции, она никуда не исчезла, потому что это и есть основа политического режима Лукашенко и, в принципе, всех чиновников, которые до сих пор работают в системе государственного управления. У нас на сегодняшний день нет прозрачной системы ни государственных закупок, ни закупок государственными предприятиями за счет собственных средств. То есть фактически никто не может, кроме там, государственного контроля, проследить, каким образом выбираются подрядчики, за какую сумму они выполняют
работу. Никто не сравнивает эти стоимости работы с рыночной стоимостью, и никто не проверяет качество, как выполняют. Чаще всего это происходит через такие условные тендеры, в которых участвуют какие-то знакомые родственники со своими компаниями, которые потом платят откаты тем предприятиям, которые нанимают через эти тендеры подрядчиков. И, к сожалению, это всегда приводит к тому, что стоимость работ завышена, то есть фактически из государственного бюджета выделяется много средств, но при этом работа выполняется мало за эти средства, и качество работ под большим вопросом, потому что никто не может отследить, когда это действительно нанимаются какие-то компании людей, которые платят потом откаты, да, какие-то взятки для того, чтобы их наняли. Фактически, то есть ни у одной, ни у второй стороны нету мотивации инициировать какую-то проверку, какую-либо, да, в случае некачественного выполнения работ за большую стоимость. Аліса, Поэтому, к сожалению, это... Зразумела, Да. што нам трэба вводзіць як мінімум празрыстыя тэндеры, і гэта палепшыць і якасць, і паменшыць кошты. Дзякуй велізарна за тое, што прачнулася разам з намі, далучылася да раніцы з Белсатам. Аліса Рыжыченка, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў справах фінансаў і эканоміцы, была з намі.